Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какая радость, какое счастье у вас уже на пороге. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свои радостные и счастливые события. И давайте посмотрим. Также я рекомендую вам загадать свой срок. Так, настраивайтесь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, так неожиданно. Ну что, давайте пойдем от корня рисунка. Вот сразу хочу сказать про эти две фигурки. Два человека друг от друга отвернуты. У кого-то из вас отыграется, что люди, вы не знакомы с друг другом, да? Вы друг друга не знаете. У других отыграется, что вы друг на друга внимания никакого не обращаете. У третьих отыграется, что вы сейчас в таких напряженных отношениях, да, там не общаетесь, там поссорились. Смотрите, вас ангел прям, да, сведет, столкнет, помирит, познакомит, соединит, объединит. Здесь, знаете, и про любовь, и про дружбу может быть. Восстановление отношений, либо создание отношений хороших, добрых, положительных и позитивных. Вам на радость, вам на счастье. Вот что идет. Кто хотел познакомиться, знакомство, вот оно уже в загаданный срок оно осуществится. Высшие силы берут шефство над вами, оказывают вам полное содействие, помощь, и организацию, да, с тем, чтобы познакомиться, сойтись, помириться, объединиться. Очень хорошее событие, долгожданное событие, желанное событие. Событие, которое поменяет не только загаданный период, да, жизнь в загаданный период, но и всю вашу дальнейшую жизнь и вашу судьбу в лучшую сторону. Понимаете? Вот правильный человечек придет, либо правильно, что вы помиритесь, что восстановите отношения. Вот нужны вы друг другу, вот никак по-другому. Высшие, ведь они мудрые, они знают, что делают. Хороших людей они соединяют, объединяют, примиряют, дают возможность быть вместе, любить друг друга, либо дружить друг с другом, помогать друг другу. Очень хорошее событие. Кстати, у кого-то еще отыграется, вот прям идет картинка, что люди вместе сойдутся для того, чтобы начать что-то новое. И это из серии, не знаю, там совместная работа, совместный бизнес, совместное какое-то дело. Да? Ангел здесь создаст очень такой плодовитый, позитивный и очень перспективный союз. Вот в плане сотрудничества, работы и помощи друг другу. Дальше идем. Здесь человек, который себя очень плохо чувствовал. Упадок сил, какая-то болезнь, состояние, депрессия. Опять же, такие могут быть какие-то ограничения, да, человек, может быть, ограничен был, там, не мог куда-то выехать, куда-то сходить, куда-то попасть. Эти блоки уйдут, сойдут, болячка отступит, состояние улучшится, откроется путь, откроется дорога, и человечек встанет, наконец-таки встанет, тело прям уже затекло, я чувствую, да, может встать, раструситься, расходиться и почувствовать себя абсолютно свободным, ничем не обремененным, не отягощенным, да, и идти вперед. Опять же, это может быть про вас, а может быть для кого-то из ваших родственников такое идет предсказание. Так, здесь у вас две поездки, либо две каких-то дороги. Одна дорога у вас, вот один человек идет, да, вы в одиночестве ее осуществляете, сами для себя вот ее делаете. А во второй поездке, во второй дороге вас кто-то сопровождает, вам кто-то помогает. Прям человек вот прям рядом с вами, от вас не отходит, вас поддерживает. Очень хороший знак, очень продуктивная эта дорога.
Знаете, как вы идете туда с пустыми карманами, да, либо налегке идете, а назад вы как груженые возвращаетесь, карманы полные, какие-то там материальные блага, что-то прям на себе несете. Так что отправляйтесь смелее, знайте, что вас ждут прекрасные события, хорошие люди и, конечно же, наполнение в материальном плане вашей жизни, вашего пространства. Так, дальше левая сторона. Здесь очень худой человек, такой прям, я бы сказала, истощенный. И вот лицо, оно как у птицы. Может быть, человек похож на птицу, либо у вас ассоциируется этот человек с птицей. Может быть, фамилия какая-то птичья, либо имя какое-то птичье. Человек вам был неприятен, либо этот человек являлся источником ваших проблем, раздражений, испугов, переживаний. Смотрите, этот человек от вас отворачивается, разворачивается в совершенно другую сторону. Этот человек будет сконцентрирован лично на себе, до вас ему не будет никакого дела, либо никакой возможности до вас дотянуться. У вас идет свобода от этого человека, от влияния, либо воздействия этого человека на вас. Это временной период, то есть человек еще не ушел из вашей жизни, просто пока отвернулся, сосредоточился на себе, на своей жизни, тем самым дав вам место для маневра. Воспользуйтесь этой ситуацией, выходите, окончательно выходите из-под влияния этого человека. Человек неприятный, человек неблагонадежный, и человек вашу жизнь усложняет. Вот кем бы он вам ни приходился, жизнь вашу он действительно усложняет. Зачем вам эти все сложности? У вас появится возможность вырваться от этого человека. Вырывайтесь и бегите, куда глаза глядят, подальше. Следующий момент. Здесь у меня женщина очень красивая. Вы красивая женщина, но в загаданный срок вы станете еще красивее, еще желаннее, еще привлекательней. Сразу два кавалера рядом с вами. Возможно, вы дама замужняя, да, либо у вас есть возлюбленный. Появится еще один. И смотрите, тот, кто появится, он идет на голову выше того, кто уже имеется. Я не хочу сказать, что тот мужчина, который рядом с вами, он чем-то плох, да, но появятся более шикарные, более красивые, более богатые, более там состоявшиеся. Прям не мужчина, а мечта появится. Тоже будет уделять вам внимание, тоже будет оказывать вам, ну, знаки внимания, там, говорить о своих чувствах, какие-то предложения вам делать. Девчоночки, выбор. Идет выбор, который может также поменять вашу жизнь и вашу судьбу. У кого-то вообще отыграется, у вас никого нет в помине, да, вот пустота, вы и пустота вокруг вас, а тут сразу два мужичка, один лучше другого. Так идет. Вот. Вы, главное, не теряйтесь, от мужичков не закрывайтесь. Этот шанс, который вам дают, опять же таки свыше дают, на то, чтобы свою личную жизнь прокачать, организовать и стать счастливой. Выбирайте кого-нибудь из них. Не надо иметь отношения сразу с двумя, это не хорошо, и ничем хорошим не закончится. Да, оба могут об этом узнать, и оба могут обидеться. Выбирайте одного из этих мужчин и давайте развивайте отношения. Если вы в паре, если вы в браке, хотели поменять своего партнера, вот он прекрасный шанс. Если вы не думаете о том, чтобы поменять своего партнера, тогда, мои хорошие, не провоцируйте ревность и не давайте ложных обещаний, надежд тому новому человеку, который в вашей жизни появится. Да, он очень хорош, да, он очень соблазнительный, да, он большое искушение, но если вы хотите остаться в семье, если вы преданы своему мужу, тогда воздержитесь, пожалуйста, от, ну, не знаю, флирта, либо каких-то там ложных знаков, которые вы можете подавать этому новому мужчине. Ну и, конечно же, уделяйте больше времени своему постоянному партнеру, чтобы он случайно там не заревновал, не обиделся и не натворил ошибок. Такое может быть. Так, кстати, еще по поводу мужчин хочу сказать. У кого-то из женщин отыграется как два предложения от двух разных мужчин по поводу работы. Да, могут предлагать один мужчина, может предлагать и другой. Один будет предлагать что-то более выгодное, перспективное, не знаю, там, статусное, а второй будет предлагать, ну, более скромное предложение, но оно будет более какое-то, ну, душевное, что ли, либо более удобное для вас. Ну, допустим, да, вас зовут в две фирмы. Одна такая простенькая фирма, где можно, там, не знаю, ходить в своем,
где нет каких-то строгих правил, где люди там, не знаю, на свободном графике в конце концов, ну и зарплата, соответственно, пониже. И второе предложение: в крупную фирму, в крупную организацию, где есть там дресс-код, какие-то строгие правила. Ну, при этом понятно, что и бенефиты есть, и всякие там надбавки, выплаты, страховки, там, не знаю, какие-то плюсы дополнительные. Вот тоже хорошенечко думайте, выбирайте, подбирайте. Вот как на ваш вкус, на ваше желание, пожалуйста, будут такие предложения. Знаете, вот как идет ощущение, что у вас давно не было никаких ни ухажеров, ни предложений, ни по работе, ни по дружбе. А тут вот прям, смотрите, идет, и вы прям будете ощущать, что ну, наконец-то мне солнце светит, ну, наконец-то мне где-то хоть в чем-то улыбнулась удача, да, вот как на белую полосу вы выходите. Так, здесь у вас человек, голова треугольником. Человек смотрит в левую сторону. Этот человек скорее себя выдает за того, кем не является. Человек попытается заморочить вам голову, но у этого человека ничего не получится. Как-то быстро вы этого человека разгадаете, раскусите. Здесь вам такой посыл идет: поделись информацией с теми, кто тебя окружает. То есть если вы кого-то раскусили, вывели на чистую воду, не молчите, говорите об этом. У вас есть прекрасная возможность спасти других людей от мошенника, от какого-то, не знаю, там, афериста, да, говорите об этом. Хотите, пост напишите в интернет, на какой-нибудь форум напишите, там, какую-то социальную сеть, выложите информацию. За доброе дело с вами добром расплатится. То есть вы одно доброе дело делаете, вам в ответку там 3-4 добрых ситуаций прилетит, удачных ситуаций прилетит, как награды вам прилетят. Знайте об этом и не стесняйтесь творить добро, не стесняйтесь делиться информацией. Это очень важно. Так, еще один важный момент. Какая-то женщина с короной на голове. Корона на голове, под попой трон. В общем, такая задавака. И у вас с этой женщиной была напряженка в отношениях. Либо действительно какой-то конфликт у вас с ней был. Смотрите, корона у нее упадет. Трон под попой треснет, разломается. И женщина прям на эту свою попу и шмякнется. Скинет ее с трона какая-то ситуация, которая полностью обличит ее подноготнюю, ее истинную суть. Значит, всплывут какие-то подробности ее там махинаций, делишек, либо скрытые подробности ее прошлого. Знаете, это будет очень интересно, очень забавно, а главное, очень справедливо. Вам будет очень приятно, что справедливость вас торжествовала, и что вот такая лицемерная женщина, такая вот прям задавака получила свое. Да, упадет, причем, знаете, как упадет и не поднимется. Вот так идет информация. Не переживет этого своего позора и, знаете, как сама-то вот возьмет. Так, еще приятное событие. Кто работает, причем работает в коллективе. Здесь у вас кто-то будет уходить, я не знаю, на покой, как в пенсия, да, на пенсию люди уходят. Либо просто человек говорит, ну все, устал, не хочу больше работать, ухожу. Кто-то будет уходить, может быть, в отпуск, кто-то будет уезжать, переезжать. Будет освобождаться очень много вакансий, очень много мест. Вы, пожалуйста, не теряйтесь, у вас прям, я вижу, выборка, прекрасная выборка. Подбирайте под себя место, вакансию, должность и, конечно же, обращайтесь. Вам отказа не будет. Это может быть на предприятии, где вы сейчас работаете, либо, например, до вас дойдет информация, что какое-то предприятие устроило набор персонала в связи с тем, что вот штат нуждается в ротации и пополнении. Идите, вам точно не откажут. Если вы работу не ищете, менять не хотите, но при этом у вас есть неработающие дома, отправляйте этих людей, пусть идут, устраиваются и работают. Так, и еще, здесь у меня мужчина, ну не знаю, то ли устраивается на работу, то ли меняет работу. Знаете, как мужчина найдет себя, найдет свое призвание, найдет место, где ему будет максимально комфортно и где максимально он может себя реализовать и опять же таки максимально заработать. Ваш мужчина, вы за него будете безумно рады. Плюс я вижу, что его эта новая работа
Это часть вашей работы, которую вы над ним проделали. То есть вы его чему-то обучали, что-то подсказывали, куда-то подталкивали. Возможно, даже эту работу вы также ему найдете. Мужчина будет вам безумно, безмерно благодарен. Вы знаете, вот хочется сказать, он будет носить вас на руках. Вот такое идет ощущение. Целовать, любить, дарить, помогать. Вот прям в благодарность. Может быть, вы с этим мужчиной очень много лет живете. Да, никогда такого не было. Там, вы его постоянно тащили на себе, там, подсказывали, рассказывали, а он все там, ну, с насмешкой, либо с пренебрежением к вам относился. А вот теперь до него наконец-таки дойдет. Вот, дойдет. Да, что-то в голове щелкнет, да, свет включится, а он все сможет увидеть своими глазами. Вот если бы не вы, у него бы не было такого счастья, не было бы такой хорошей работы, где бы он себя вот так комфортно чувствовал. Вот он постоянно будет об этом говорить. Пусть он говорит об этом только вам, пусть он об этом не говорит всем подряд, чтобы вашу семью, ваши взаимоотношения не поглазили. Счастье любит тишину. Вот так ему и скажите. Скажите, любишь меня, благодарен мне, тогда, пожалуйста, сделай одолжение. Никому не говори о том, где ты работаешь, кем ты работаешь, как ты себя там хорошо, комфортно чувствуешь. Так, еще. Ну, кому-то отпуск идет. Вот кто-то из моих зрителей едет в отпуск, либо поедет в отпуск, какая-то поездка, может быть, на море, на дачу, там, к родственникам, в деревню. Вот идет у вас отпуск. Вы знаете, так хорошо вы проведете время. Кто-то проведет время с пользой, кто-то действительно сможет по-настоящему расслабиться и отдохнуть. Давно у вас не было такого времени в жизни. Используйте его по максимуму. Старайтесь не забивать голову какими-то проблемами. Особенно откажитесь от каких-то новостей, новостных лент, новостных каналов. Да, просто запретите себе это смотреть. Вам важно отдохнуть и набраться сил. У вас идет очень благостное время, которая располагает именно к отдыху, к релаксу и к полному восстановлению. Так, еще кто болел, лечился, вот вы либо лечитесь сейчас, либо недавно вот закончили какое-то лечение, у вас ремиссия начнется. Ремиссия, и вы прям будете с каждым днем ощущать себя все лучше и лучше. Идет хорошее ощущение вот себя, да, комфортное ощущение. Вы на позитиве, да, ничего не болит, нигде ничего там не мешает. Вы себя прекрасно чувствуете. Так, а к вам кто-то будет в гости ехать, вы будете ждать этих людей, либо уже ждете этих людей, да, возможно, вы уже готовитесь, какую-то подготовительную работу проводите. Немножко почему-то переживаете. Вот хочется, чтобы все прям было идеально. Идеально, да, вот прямо ждете этих гостей. Мои хорошие, прекращайте переживать. Вы самая хлебосольная хозяйка. Лучше, чем вы, ну, нет человека, да, нет таких людей, которые настолько сильно стараются, настолько радушные хозяева, хозяйки, да, настолько гостеприимные люди. Не надо переживать, ваши гости приедут, все оценят, вас нахвалят, получат удовольствие, да и вам тоже привезут какое-то удовольствие. Они ведь не пустые приедут, они приедут с чем-то, что-то вот они будут вести для вас очень желанное, очень приятное и неожиданное. Неожиданно, как сюрпризик вам такой идет. Так, еще двоечка вышла, двоечка с правой стороны, из троечки двоечка вышла. Троечка такая расплющенная, ну а двоечка у нас стабильная. И двоечка вот в голове у нее как две рыбки. Одна покрупнее, другая поменьше. Ну, я так понимаю, что речь идет о треугольнике. Треугольнике в дружбе, либо треугольнике в любви, который перейдет в союз. Союз, настоящий союз. Союз, где люди действительно любят, верят и стремятся к одному и тому же, к любви, к радости, к семье. Очень отыграются у тех, кто страдал от разлучниц, от любовниц, от соперниц, да, назовем так, соперниц. У вас отыграется. Здесь либо возвращение блудного мужа, либо выбор мужчины окончательный и бесповоротный. Причем без всякого с вашей стороны принуждения, по его собственной воле, по его собственному желанию. Поскольку мы смотрим на ваше счастье, значит для вас это будет самый счастливый момент. Так, либо вы, возможно, определитесь, да, кого вам выбрать из ваших там поклонников, кавалеров. Так, еще.
Кто-то ждет, либо подал, либо ждет какого-то разрешения, одобрения. Может быть, вы заявление какое-то подавали. На что-то вы подавали документы, и вы знаете, вам придет ответ. Он придет, и он будет неожиданно приятным для вас. То есть вы рассчитывали на что-то, да, получить, например, ну, пусть будет документ, либо получить какую-то помощь, там, дотацию, субсидию, может быть, рассрочку в конце-то концов, да, вот что-то вы рассчитывали получить. Вы получите это и плюс еще что-то. Вот, в двойном, да, у вас получается так, двойка выходит на это все дело, двойка и 2 рыбки, то есть дважды вы получаете. Единичку заказывали, да, а двойку получаете, причем еще рыбки, но это к вам плывут эти рыбки, то есть это какие-то блага дважды. Так, еще у меня тут такая расплющенная тройка вышла с правой стороны. И человек, который вот прям вливается в эту тройку. Ну, по тройке обычно проходят у нас коллективы, проходят у нас рабочие группы, всякие курсы, ну, допустим, там дополнительное образование, там, сертификации, экзамены проходят. Смотрите, человек очень много работал над тем, чтобы в эту тройку войти. И вы знаете, войдет триумфальной походкой. То есть вас там встретят на ура, либо результаты, которые вы получите там после экзаменов, тестирования, будут просто самые-самые лучшие. Для вас даже это будет неожиданно, хоть вы и готовились, хоть вы и себя знаете, но вот прям как лучший в группе, да, лучший на курсе. Такие результаты идут. Шикарно. Просто шикарно. Ну, не зря потрачены были силы. И знаете, как если чего-то хочется, то этого можно добиться. Так. Здесь у меня женщина вышла с рогаткой в руках. Рогатка. Какую-то вы получите возможность себя защитить, либо себя отстоять. Не могу сказать от чего, перед кем, но вы мне идете в очень сильной позиции с правой стороны, со своей стороны. И рогатка настолько большая, что полностью, ну, перекрывает вас. То есть, да, защита и голову, и ноги вы защищаете. Что-то у вас в руках появится, да, какая-то возможность, либо действительно вам кто-то протекцию окажет, то вы под защитой. От кого, от чего я не могу сказать, но то, что вы себя чувствуете комфортно, защищенно, это видно. Так, здесь у вас человечек, который тащит огромную чашу, огромную, просто гигантскую чашу, он ее не может нести в руках, он ее просто волоком тащит по земле. Ну, по чаше у нас проходит признание в любви, и также проходят подарки. Человечек сам по себе, ну, с левой стороны идет, то есть это неожиданная акция со стороны этого человека. То есть ничего не предвещало, бац, человек притащил вам подарок. Говорит, вот все, это тебе, тебя я люблю, тебе я дарю. Смотрите, у кого-то отыграется, что это от ребенка. Либо этого человека вы вот мысленно у себя в голове считаете вот ребенок. Может быть, поведение такое детское, глупое. Но вот именно от этого человека идет вам гигантская чаша. Прям тащит в вашу сторону. Так, и еще, смотрите, перед вами открывается дверка в какую-то новую сферу. Вы никогда об этом не думали, вы никогда себя с этим не ассоциировали. Может быть, глазами видели, но вот это было что-то для вас из серии фантастики. Да, поэтому вы человек-реалист, да, не живете фантазиями, вы об этом и не думали. Что-то ну совсем необычное. Вам туда дверь откроется. Не просто откроется, скорее вас туда кто-то, ну, не знаю, пригласит, позовет. Как будто бы из этой двери человек такую длинную руку высовывает и вас хватает и говорит, ну заходи, давай, тебя нам очень не хватает. Прям очень необычно. Вам сложно будет поверить, что это с вами происходит. Вы к чему-то новому приобщитесь, вы чем-то новым, невероятным заинтересуетесь. Я не могу сказать, что вы там будете конкретно делать, но вы будете какой-то период времени с этим жить, либо в этом жить. Новые знакомства, новые возможности и опять же новый кругозор. Что по итогу это принесет? Самореализацию принесет и деньги вам это принесет. Вот так идет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.